Наша конференция посвящена 25-летию трагических событий в Северной Осетии и в селах Пригородного района, ингушских селах Пригородного района. Считаю открытием. Слово право. Аллахумма салли ала Мухаммадин ва ала али Мухаммадин ва саллим алейхи. Аллахумма салли ала Мухаммадин ва ала али Мухаммадин ва саллим. Allahumma salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve sallim. Ведущим у нас сегодня будет Музольгал Руслан, и ему представляется слово. Салам алейкум, дорогие толчи. Наша конференция общественности Республики Ингушетия создана по инициативе Совета ингушского народа, Союза репрессивных народов России, Координационного совета неправительственных организаций Республики Ингушетия, региональной общественной организации «Опора Ингушетии» и Координационного совета молодежных организаций Республики Ингушетия. У нас предусмотрено несколько докладов, и первым докладчиком у нас сегодня выступит Тимур Абадиев, председатель Союза репрессивных народов России и представитель Совета ингушского народа. Уважаемые делегаты, гости и приглашенные, разрешите мне от имени Союза репрессированных народов России и от себя лично поприветствовать вас на этом траурном мероприятии. Наши народы, испокон веков населяющие Кавказ, исторически, помимо общего Кавказского дома, генотипа, принципов гуманизма, объединяют за малым исключением избранно и форпостно общие раны государственного террора с упрощенным названием репрессий. Эта близость, общие радости и особенно невзгоды стимулируют наши народы на взаимопонимание, взаимоподдержку, в связи с чем мы исторически в самые тяжелые периоды жизни держали общий совет в поисках установления правовых норм. Хочется верить, что и данное мероприятие несет весомую лепту в восстановление правового русла ингушского народа и установление долгожданного мира в нашем регионе, и в частности в осетино-ингушских отношениях. А кровоточащие раны этих отношений таковы. Национальные репрессии сталинского произвола против целых народов, в том числе и репрессированного ингушского народа, в феврале 1944 года законодательными органами и народами государств СССР и РСФСР были обозначены и признаны антиконституционными, преступными, а Европарламентом от 26 февраля 2004 года признаны геноцидом. Парламент России единогласно, кроме представителей осетинского народа, под бурные овации 26 апреля 1991 года принял закон о реабилитации репрессированного народа. Казалось бы, жизнь народа в России вошла в правовое русло. Поверил в это положение и ингушский народ. Но, к великому сожалению, надежды не оправдались. Следом был запущен механизм очередного террора против мира и человечности в отношении нашего народа, и все последующие 25 лет до наших дней ингушский народ остается жертвой этого человеконенавистнического преступления, организованного и реализованного политическим руководством России, Северной Осетии и Южной Осетии. А последствия данной трагедии таковы. Общая газета за номером 10 1994 года публикует материал Родиона Морозова под названием «Скандал, агрессия в Государственной Думе». Приводим некоторые извлечения. Кавычки открываю. В Государственной Думе представители Северной Осетии начали распространять фотоальбом «Агрессия». Снимки изувеченных, изуродованных, зверски умерщвленных людей ужасают. Все это уже было. Альбом издан еще в ноябре 1992 года, вскоре после трагических событий в Пригородном районе и Орджоникидзе, ныне Владикавказ. Большая часть тиража осталась в Москве у депутатов ныне распущенного Верховного Совета Российской Федерации.
Федерации. Так их пытались убедить, что резню устроили злодеи ингуши. Закончилось все грандиозным скандалом, поскольку выяснилось, что на большинстве фотографий запечатлены убитые либо пропавшие без вести ингуши. Прошло 1,5 года, и история повторилась до мелочей. Тот же альбом, те же жалобы на беспримерную жестокость ингушей. Объясняется это предельно просто. Во-первых, готовятся парламентские слушания по событиям октября-ноября 1992 года в пригородном районе. Во-вторых, вот должно начаться возвращение в пригородный район депортированных ингушей. Кавычки закрываются. Конец цитаты. Верховный Совет Северной Осетии еще до начала следственного мероприятия 10 ноября 1992 года принимает постановление о вероломной агрессии ингушских национальных экстремистов и мерах по обеспечению безопасности, законности и правопорядка в республике. Вот они, меры по обеспечению безопасности, законности и правопорядка в принципе Верховным Советом Северной Осетии. Двоеточие. 6 марта 1993 года Верховный Совет Северной Осетии принимает постановление о невозможности совместного проживания осетин и ингушей. 22 мая 1993 года Второй съезд осетинского народа поддерживает это постановление. 5 августа 1993 года общенациональный митинг во Владикавказе объявляет запрет на всякие переговоры с ингушами на ближайшие 100 лет. 9 августа 1994 года общенациональный митинг в селении Чермен заявляет о своей решимости не допускать возврата ингушей. 30 ноября 2007 года законом Северной Осетии номер 60 РЗ упраздняют населенные пункты Терк, Чернореченска, где преобладает ингушское население. Аланский конгресс постановляет: грузинский фашистующий нацизм и ингушский национал-экстремизм – вот две враждебные нашему народу силы, которые следует искоренять. В 1994 году Ассоциация творческой и научной интеллигенции во главе с составителем Казбеком Челесати издает труд под названием «Осетия и осетины», 576 страниц массовым тиражом. Вот некоторые содержания этого труда. Мы сформили на груди змею, страница 36. Ингуши – одно из наиболее диких чеченских племен, страница 363. Священная война мусульман в Газават была объявлена Осетией и Россией более 10 лет назад. Страница 365. Они начали как фашисты 41-го, ранним субботним утром 31 октября 1992 года. Страница 366-367. В 2006 году этот же труд переиздается в рамках энциклопедии около 1000 страниц, тиражом 10 тысяч экземпляров, дополняя фотомонтажом, выдавая снимки ингушских трупов жертв осетинского геноцида 1992 года как осетинские жертвы грузинской агрессии. Такова тематика учебников истории школьного образования, научных трудов ученых, периодической печати средств массовой информации и пропаганды. Это стихия человека-ненавистничества все эти 25 лет с попустительства или с молчаливого согласия федерального центра и регионов давлеет над ингушским народом. И никаких мер по обузданию этого вопиющего беззакония и лицемерия не принимается ни со стороны ингушского руководства, ни со стороны федерального центра. Но вот у нас в Ингушетии к началу 17-18 учебного года были изданы учебники истории для общеобразовательных школ 5, 6, 7, 10, 11 классов. Как с завидной оперативностью были изъяты из школьных библиотек, пока не раздали ученикам под надуманным предлогом в связи с допущенными орфографическими ошибками. Единственным поводом изъятия послужило поверхностное обозначение трагедии октября-ноября 1992 года. В рамках основ конституционного строя Конституции Российской Федерации статья 027 обозначает: каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. А десятки тысяч ингушей, жертв этнической чистки осени 1992 года, вот уже 25 лет не могут вернуться даже к собственным домовладениям. А те, кому удалось вернуться, находятся под прицелом полицейского надзора. Что это? То ли ингуши вне закона, то ли государственное беззаконие.
Статья 2 Конституции Российской Федерации утверждает, человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Но какова цена человека ингушской национальности, его прав и свобод на уровне Генеральной прокуратуры Российской Федерации? Двоеточие. Расследованием указано событий установлено, что в период с 30 октября по 6 ноября 1992 года совершено около 6 тысяч преступлений. В связи с боевыми действиями и массовыми беспорядками пострадало более 8 тысяч человек. Погибли 618 человек, ранено 939 человек. Не менее 1200 человек подверглись незаконному лишению свободы. Уничтожено или повреждено около 3000 жилых домов. Причиненный ущерб составляет свыше 50 миллиардов рублей на 1992 год. На основании изложенного Генеральная прокуратура Российской Федерации постановляет, внимание, уголовное дело номер 18 92 642 92 производство прекратить за отсутствием деяний состава преступления. Извлечение 5 из постановления Генпрокуратуры Российской Федерации от 8 февраля 1995 года. Сначала перечисляют все преступления, потом говорят за отсутствием деяний состава преступления. Более кощунственного постановления я не вижу. Как видно, массового преступления в отношении ингушского народа правоохранительная система государства российского не видит состава преступления. Статья 4 Конституции Российской Федерации гласит: Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют первенство на всей территории Российской Федерации. Из вышеизложенного очевиден факт полного игнорирования конституционных норм и федерального законодательства РФ в лице объявленной войны в отношении федерального закона о реабилитации репрессированных народов, так называемой форпостной Осетии. А вот отношение Осетии к законодательным актам высших органов законодательной власти Российской Федерации. За истекшие годы было подписано более 200 документов на федеральном и региональном уровне, в том числе 41 указ президента Российской Федерации, 5 распоряжений президента РФ, 7 поручений президента РФ и так далее по урегулированию осетино-ингушских отношений. И ни одно из них не исполнено. Выдачка книги Федора Волкова, а это и есть защита. В этих условиях ингушский народ лишен элементарных надежд на восстановление конституционных норм, защиты прав и свобод, торжество справедливости в собственном государстве, которому исторически верой и правдой служит и продолжает служить. Мы не вправе оставлять в наследство подрастающим и грядущим поколениям проблемы исторических трагедий и государственного произвола. Мягко говоря, бездействие как федеральной, так и региональной властей в обозначении причин наказания виновных и ликвидации последствий данной трагедии давно должно было быть предметом обсуждения и осуждения Европарламента, да и всем международным сообществом. Но ничем не подкрепленное и многим политикам от власти неведомое чувство сдерживает нас, ингушей, от обращения за пределы нашего государства, то есть мировому сообществу, с просьбой дать политическую и правовую оценку положения ингушского народа в собственном государстве. Это чувство называется патриотизм. Спасибо за внимание. Вот, у нас еще предусмотрен доклад председателя региональной организации по Ингушетии Бараха Чмузиева. Следующий приготовится Багаудин Каутиев, председатель Коалиционного совета молодежных организаций Республики Ингушетия. Как Тимур отметил, уже есть у нас статья 2 Конституции Российской Федерации, которая гласит, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение, защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Прошло уже более четверти века с момента трагических событий в истории совместной жизни ингушского и осетинского народа. Оставим в стороне историю этого вопроса, политические причины этой ужасной резни. Преступные действия федерального центра,
действия властей Северной Осетии и общественных организаций Ингушетии, которые взяли на себя полномочия исполнительной власти в тот момент в нашей истории. Эти события навсегда останутся в общей истории наших народов как неизгладимое черное пятно, как яркий пример того, как не должны жить и поступать по отношению друг к другу горцы. Этому всему уже давно дала оценку история. Но мы не можем все время жить воспоминаниями о прошлом. Осетины и ингуши обречены жить вместе, и значит мы должны найти такие формы существования, чтобы не создавать проблем друг другу. Ингушский народ должен жить и развиваться, в том числе и территориально. Обратим внимание на другие насущные проблемы, которые не дают нам спокойно существовать и плодотворно работать. На те проблемы, которые мешают всем жителям Осетии, ингушской национальности, в данный текущий момент строить свое будущее и будущее своих детей в Осетии. Отдельный акцент был сделан на работе, которую провела Российская Федерация и правительство Северной Осетии и Республики Ингушетия по нормализации отношений между народами и соседями и ликвидации этого пятидневного кровавого конфликта. Как Тимур уже ответил, сразу после окончания военных действий начались переговоры. Первое же соглашение было подписано 23-24 января 1993 года в Кисловодске. Основным моментом этого документа, основной момент касался создания условий для беспрепятственного возврата беженцев в свои дома. Первый указ президента Российской Федерации появился 13-12-93 года. За это время стороны, федеральный центр, правительство и республик подписали более 160 документов, более 160 документов подписано федеральными органами, более 200 документов нормативных актов подписано правительствами Ингушетии и Осетии. Тремя президентами Российской Федерации принято более 70 указов, распоряжений, поручений по этим вопросам, которые касаются ликвидации последствий осетино-ингушского конфликта. В 2012 году выходит последний указ президента Путина, однозначно, где дается поручение властям ликвидировать данные последствия. Но тем не менее мы с вами наблюдаем, что до сих пор эта проблема не решена. Проблемы решения, которые приняты на этих встречах, так и остались на бумаге. Ингуши, которые имеют смелость возвращаться в свои разрушенные дома, их убивают, им угрожают, поджигают вагончики, которые им выделяла федеральная власть для временного размещения. Даже известны такие вопиющие эпизоды, когда поджоги вагончиков были совершены в присутствии федеральных чиновников. Еще один наглядный эпизод доказывает бессилие федеральной власти и силовых структур, когда был подожжен вагончик на тот момент действующий министр МВД Ахмеда Багорова. В обоих случаях виновники были даже не установлены, они остались безнаказанными. И снова федеральная власть доказала свое бессилие или нежелание заниматься проблемой ингушей. За период с 17 ноября 1992 года по 1 января 2017 года свои дома смогли возвратиться только 13 290 человек из 61 036 человек, проживавших на 30 октября 1992 года в Рыбном районе Северной Осетии и Владикавказа. Это по данным Миннадза 2016 года. То есть не более 22% от общего числа беженцев. Соответственно, несложно посчитать, что если такими темпами наши беженцы будут возвращаться, нам на это понадобится не менее 100 лет, чтобы восстановить хотя бы численность ингушей, которая была на момент 30 октября 1992 года. Тимур уже ссылался на Конституцию Российской Федерации, которая имеет преимущество перед всеми остальными законодательными актами, федеральными законами, указами республиканских властей и так далее. Согласно статье 40 пункт 1 гласит, каждый имеет право на жилище, никто не может быть произвольно лишен жилища. Тем не менее, мы с вами знаем, что эпизоды массового лишения жилища принадлежащих лицам ингушской национальности, они приняли массовый характер, то есть такие эпизоды исчисляются десятками тысяч. Согласно статье 35 Конституции Российской Федерации, право частной собственности охраняется законом. Каждый вправе имеет имущество в собственности, владеть, пользоваться, распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами. Никто не может быть лишен своего имущества иначе, как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственного нужд может быть произведено только при условии предварительного равноценного возмещения.
Право наследования гарантируется законом. А что на самом деле мы наблюдаем? В некоторые села ингушам до сих пор запрещено поселяться, в том числе Владикавказ, села Ир, Октябрьская, Терк, Чернореческая, Скутер, Попов, Южная, Чермень, средняя часть, Камбелеевская, Тарская, правая часть. Эти пункты осетины именуют частично закрытыми, термином, который вообще нет в системе законодательства Российской Федерации. В Российской Федерации существует закрытое административное территориальное образование, ЗАТО называемое, где расположены стратегические военные объекты. Какие военные тайны хранят осетинские власти, не допуская ингушей в свои дома, можно только догадываться. Число беженцев за 25 лет только увеличилось, потому что у тех, кто бежал, в 1992 году уже выросли дети и внуки. Федеральная власть не может обеспечить безусловное возвращение ингушей в те населенные пункты, из которых они были изгнаны в 1992 году. Хотя, согласно пункту 1 статьи 27 Конституции Российской Федерации, каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место жительства и пребывания. Получается парадоксальная ситуация. Любой житель Российской Федерации, вне зависимости от этнической принадлежности, будь он русский, грузин, дагестанец, якут или чукча, имеет право жить в любом населенном пункте Осетии, а ингуши, для которых это земля Родина, и чьи праотцы являются основателями этих населенных пунктов и похоронены тут же, не имеют права там жить. Те же, кому удалось, невзирая на угрозу убийства, на убийство своих близких и друзей, вернуться в свои села, все равно не чувствуют себя в Осетии полноценными гражданами. Согласно статье 32 Конституции Российской Федерации, граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через их представителей. Граждане Российской Федерации имеют право быть избранными и избирать органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также участвовать в референдумах. Ингуши в Осетии являются самым бесправным этносом республики. В Пригном районе проживает более 104 тысяч человек. Ингуши составляют около 15-20% всего населения Пригного района и являются третьим по численности народом Осетии после осетин и русских. Соответственно, имеет право представлять свой этнос во всех органах власти Осетии. Однако ингуши не представлены в органах представительской, исполнительной и судебной власти Осетии в соответствии с пропорциональностью населения, либо имеют чисто формальных представителей, которые не имеют реальной власти. Участие ингушей совершенно игнорируется в общественной политике и экономической жизни Осетии. Согласно статье 29 Конституции Российской Федерации, все равны перед законом и судом. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека, гражданина, независимо от пола, расы и национальности, языка, происхождения, имущественного, должностного положения, места жительства, отношений к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещается любые формы ограничений прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. А что на самом деле? О существовании ингушей не пишут средства массовой информации Осетии. Историки-публицисты не упоминают в книгах факты, указывающие на то, что ингуши являются коренными жителями этих сел, этих земель, являются основателем десятков сел Осетии. Осетинская власть не упоминает даже участие ингушей в Великой Отечественной войне, не чествует ингушских ветеранов наравне с другими ветеранами Великой Отечественной войны Северной Осетии. Осетинские транспортные компании не участвуют в осуществлении пассажирских перевозок жителей ингушских сел. Проблему перевозок пассажиров на территории Осетии решает ингушский транспорт. Совершенно вопиющая ситуация с детьми. Несмотря на многочисленные предупреждения Генеральной прокуратуры, осетинские власти практикуют раздельное обучение детей осетинской и ингушской национальности. В частности, ингушские дети, живущие в село Базоркино, вынуждены учиться 2 смены и ходить с одного края села на другой край села, мимо школ средней части села. В то время как в осетинских школах не хватает учеников для создания полноценных классов. Остро стоит проблема совместного обучения в Ангушке, Тарской средней школе, так как до сих пор дети по признаку их национальной принадлежности обучаются раздельно. Соответственно, ингуши под влиянием всех этих неблагоприятных условий вынуждены, будучи жителями Осетии, работать и учиться на территории соседнего региона Ингушетии. В Северной Осетии уровень безработицы 12,9%. При этом Пригный район является лидером по числу безработных в республике. Здесь на одно рабочее место приходится почти 12 человек, желающих его занять. Понятно, представителям какой национальности будут давать предпочтение осетинские работодатели. Поэтому каждый рабочий день тысячи ингушей вынуждены ездить на работу в Ингушетию. Самый высокий уровень безработицы в 2016 году по стране зафиксирован в Ингушетии 27,1%. Лидером по числу безработных в Ингушетии является в том числе по причине
что жители Северной Осетии и ингушской национальности вынуждены работать в Ингушетии и занимать вакансии, предназначенные для жителей Ингушетии, чем оказывает дополнительное давление на рынок труда. Такой ситуации нет ни в одном субъекте Российской Федерации, что является недопустимым явлением. 25 лет, четверть века – это много или мало для разрешения социально-экономических вопросов на такой небольшой территории, как Клигный район? Конечно, это очень большой срок. За этот период времени, с 1992 по 2002 год, наши соседи в Чеченской Республике успели провести 2 широкомасштабные войны, побыли 3 года в состоянии независимости, будучи непримиримыми врагами России, стерли с лица земли десятки населенных пунктов и огромный город, в котором жило 300 тысяч человек. Затем стали в авангарде российского патриотизма, форпост на России, на Кавказе и сумели отстроить этот город заново. Теперь в этом городе самая большая красивая мечеть и самые высокие небоскребы на всем юге России. Самый низкий уровень преступности. В этот город возят туристов со всей России и показывают, как могут выглядеть и остальные города Северного Кавказа. И это все они сделали за 20 лет, даже меньше. Нам же все эти годы утверждают, говорят, что перекраивание границ субъектов России недопустимо, так как это может повлечь за собой эффект домино и чуть ли не приведет к развалу страны. Вместе с тем мы все стали свидетелями, что при наличии политической воли руководства страны вопросом возвращения беженцев, событий в Южной Осетии 2008 года, перекраивание границ не только отдельных субъектов Российской Федерации, а границ между государствами, ситуация с присоединением Крыма в 2014 году решается за считанные дни. Соответственно, возникает вопрос, что же мешает властям Осетии и Ингушетии, если не совершить такое экономическое чудо, то хотя бы восстановить статус-кво, существовавший на 30 октября 1992 года. Осетино-ингушский конфликт продолжался всего 5 дней, а последствия его длятся уже 25 лет. Мы уже не просим власти Осетии и Ингушетии обеспечить перспективное развитие для жителей Клигного района, построить будущее для детей. Просим хотя бы вернуть всех в прошлое, 1992 год, вернуть места своего прежнего проживания всех беженцев без исключения, без всяких нелепых незаконных договоров о невозможности совместного проживания, о санитарно-водоохранных зонах и прочих незаконных нормативов актов, противоречащих нормативно-правовой базе Российской Федерации. Кому не нравится жить рядом с ингушами, кто не может ужиться, могут уезжать себе домой, например, в Грузию. Да и Россия большая, может принять всех желающих. Мы просим только создать безопасную среду обитания для всех, без исключения жителей Осетии. Просим решить такие болезненные вопросы, как безработица, обеспечение пропорционального представительства ингушей во всех структурах власти Осетии. Просим создать новое производство, восстановить старое. Просим построить новые объекты культуры и спорта в местах компактного проживания ингушей в Осетии. Ведь есть подписанное соглашение, есть прямые недвусмысленные указы президента Российской Федерации, есть постоянное финансирование этой проблемы со стороны Федерации, есть Конституция Российской Федерации, в конце концов. Так и хочется спросить представителей властей обеих республик, что вам еще надо, кто вам мешает это сделать? Ведь, как сказал национальный герой остинского народа Иосиф Сталин, у любой проблемы есть фамилия, имя, отчество. Назовите фамилии этих людей, которые мешают наладить добрососедские отношения. Ведь с 1992 года в Осетии сменился уже 5-й президент-глава, а в Ингушетии уже 3-й президент-глава, а ВОЗ и ныне там находится. Сегодня уже не политические, а социально-экономические проблемы в Клигном районе являются одними из главных факторов, мешающих нормализации ситуации в Осетии. И создается такое впечатление, что определенные силы, определенные лица в руководстве Осетии, исчерпав все остальные рычаги воздействия на вернувшихся ингушей, решили использовать уже этот фактор в качестве препятствия для беженцев. На протяжении всех 25 лет федеральная власть показывает свое бессилие или нежелание решить эту проблему кардинально масштабно. Все время создаются программы полумер, которые не решают существенных существующих проблем. Осетинская власть, напротив, демонстрирует постоянство и упорность противодействия даже таких вялых усилий федерального центра. Осетинская власть либо саботирует постановление правительства Российской Федерации, указа президента, либо в открытую отказывается их выполнять. Но и власти Ингушетии тоже самоустранились от решения этой проблемы, заявив, что жители Осетии и ингушской национальности – это граждане Осетии. И, соответственно, проблема района – это проблема Осетии. А Осетия заявляет, что эти жители Осетии ингуши по национальности, поэтому это проблема Ингушетии. А люди что должны делать? Им-то ни тепло, ни холодно перекидывание этой проблемы из Осетии в Ингушетию и обратно. Руководство обеих республик забывает, что разговор идет в первую очередь о гражданах России, имеющих равные права вне зависимости от национальной принадлежности, и они обязаны гарантировать эти права по Конституции Российской Федерации. Вот так они там и живут, как свои среди чужих, чужие среди своих.
Есть определенные претензии к общественной организации Ингушетии, которые фактически самоустранились от решения социально-экономических проблем Ингушетии в Рыбном районе, переложили все на откуп чиновников. Общественные организации прекратили осуществлять контроль над чиновниками, не следят, как последние выполняют указы президента Российской Федерации. Работа общественной организации носит формальный, протокольный характер, так сказать, для галочки. Общественные организации Ингушетии превратились в подведомственные группы соответствующих министерств. И вместо контроля над министерствами выполняют волю последних. Вызывает недоумение позиция средств массовой информации Ингушетии. Журналисты, которые во всем мире, даже в России, считаются четвертой ветвью власти, в Ингушетии таковыми не являются. Средства массовой информации обязаны и имеют право критиковать действия властей и отдельных чиновников, обязаны указывать на недостатки их работы. А вместо этого они пишут хвалебные статьи, в которых засыпают эпиграммы в адрес чиновников, заглядывают в рот представителей властей и пытаются с полуслова угадать их желания. Они, существуя на деньги налогоплательщиков, фактически занимаются пиаром властей, создавая на экране телевизора, на полях газет и в эфире радиоканалов глянцевую виртуальную потемкинскую деревню для влечения наблюдателя. Если мы даже возьмем один эпизод с тем, что десятки ингушей были вывезены с территории Северной Осетии и теперь они находятся в следственных изоляторах Северной Осетии, наши журналисты даже не пытаются выезжать на эти судебные процессы и освещать эти процессы, чтобы мы знали, что там происходит. То есть мы с вами знаем, что происходит на судебных процессах Москвы, Петербурга, как судили министры обороны там, и остальных лиц, но при этом мы не знаем, что происходит на судебных процессах, где судят наших ингушей, которые были незаконно вывезены. Неужели это не является задачей наших средств массовой информации? За что они деньги получают? Они же фактически существуют за наш с вами счет, они живут за счет налогоплательщиков. Это как бы один из самых простых примеров. Если они боятся критиковать местную власть, то пусть хотя бы выезжают в Осетию и освещают вот эти судебные процессы, которые там происходят. А там десятки процессов происходят, о которых мы не знаем. Аналогично вопросы и к представителям творческой молодежи, творческой интеллигенции. Тем, кого называют инженерами человеческих душ. За редким исключением, подавляющая часть писателей пытается обойти острые углы жизни, полные трагедиями своего народа, избегают и освещают порочные явления в обществе. Где книги, где романы о событиях 1944 года, о событиях 1973 года, о событиях 1981 года, 1992 года, где сценарии художественные фильмы по этой тематике. Что, мало сюжетов, мало героев разве у нас среди нас? Они осуждают трон очередного правителя и пишут хвалебные оды, пытаясь завоевать его расположение и милость. Есть претензии к определенным гражданам Ингушетии. Многие осетины, живущие среди ингушей, хотят продать свои дома, есть ингуши, которые готовы их купить. Однако некоторые жители Ингушетии запрещают сторонам совершать эти сделки, мотивируя тем, что эти дома когда-то принадлежали их отцам и дедам. Это недопустимая порочная практика. Каждый дом в Осетии, который удается вселить ингуша, подобен маленькой победе, маленькому шагу достижения национальной цели. Поэтому такие действия, как минимум эгоистичны, а как максимум граничат с предательством интересов своего народа ради своих меркантильных интересов. Это значит, что остальные ингуши покупают свои дома, рискуют своими жизнями, жизнями своих детей, живут среди осетин, а эти граждане хотят потом приехать на все готовенькое, когда там будет безопасно, и поселиться на этом месте. Это разве нормальная, меняемая позиция со стороны этих наших с вами соотечественников? Каждый патриот своего народа не только выкупил бы такой дом, но и подарил бы его другому ингушу, готовому там жить и имеющему мужество для этого. Эту контрпродуктивную практику нужно ликвидировать на корню. И должны этим заняться наши уважаемые старики и представители духовенства. Не надо создавать проблему там, где ее быть не должно. Проблемы так болтают выше крыши. В этих условиях общественное движение «Опора Ингушетии» не может равнодушно наблюдать за ситуацией и предлагает всем неравнодушным жителям Ингушетии следующую программу по созданию социально-экономических условий, соответствующих нормам Конституции Российской Федерации и указам президента Российской Федерации для беспрепятственного возвращения ингушей в село Украины районе, город Владикавказ. Причем не только тех, кто там жил до 1992 года, но и любых желающих ингушей, которые хотят там жить, без всяких оговорок. Так как все эти оговорки носят антиконституционный характер. Любой желающий может жить в Северной Осетии. Нет такого закона, который запрещал бы нам там жить. Все законы на нашей стороне, все 100% законов. Плюс к этому историческая справедливость также на нашей стороне. Никаких препятствий нет, нужно работать, нужно вместе сплотиться и добиваться именно этой цели.
Программа состоит из следующих пунктов. Мы предлагаем подготовить 10-летний план по возвращению в Пригородный район всех беженцев без исключения. Ежегодная контрольная цифра возвращающих должна быть не менее 1000-3000 человек в год. Создание благотворительного фонда, который будет оказывать финансовую поддержку всем желающим поселиться в Пригородном районе в городе Владикавказ. Каждой молодой семье, желающей выбрать своим местом жительства Пригородный район, безвозмездно дарить земельный участок и средства на строительство дома. Третье. Создание мобильной юридической группы для оказания бесплатной юридической помощи ингушам, проживающим в Пригородном районе. Четвертое. Создание достаточного количества предприятий малого и среднего бизнеса для обеспечения рабочих местами ингушей, проживающих в Пригородном районе. Пятое. Создание условий, гарантированных Конституцией Российской Федерации для интеграции ингушей в социальную, политическую и экономическую жизнь Северной Осетии. С этой целью обеспечить участие ингушей в работе всех органов представительской и исполнительной власти Осетии. Шестое. Создание в Северной Осетии полноценной региональной общественной организации, представляющей интересы жителей Северной Осетии ингушской национальности, в составе которой будут представители всех ингушских населенных пунктов Пригородного района. Седьмое. Создание во всех без исключения населенных пунктов Пригородного района, где проживают ингуши, спортивных секций, групп народного творчества, кружков изобразительного искусства для дополнительного развития ингушских детей, проживающих в Пригородном районе. Восьмое. Проводить в Ингушетии регулярные информационные кампании с участием общественной организации, представителей духовенства и интеллигенции, средства массовой информации, в рамках которых призывают жителей Ингушетии приезжать и выбирать свое место жительства в Пригородный район. Девятое. Жители Ингушетии используют любой повод, чтобы организованно посещать ингушей, живущих в Пригородном районе, в том числе праздники, свадьбы и похороны. Десятое. Каждая ингушская семья, живущая в Ингушетии, имеющая финансовые средства, должна поставить перед собой цель приобрести хотя бы один участок земли в Пригородном районе. Поступило предложение от жителей села Годогоршево создать на территории Пригородного района памятник всем погибшим и пропавшим без вести ингушам и осетинам. Памятник станет символом примирения и добрососедства народов. Потому что сегодня на территории Северной Осетии, то есть конфликт проходил на территории Северной Осетии. Погибшие в основной своей массе осетины и ингуши, жители Северной Осетии, но при этом памятники осетинам стоят на территории Осетии, а памятники ингушам стоят на территории Ингушетии. То есть мы должны этот вопрос поднять перед властью, и если действительно их намерения так искренние, если как они подписывают, как они утверждают, декларируют свои соглашения, то такой проблемой создания такого памятника, установки его на каком-нибудь знаковом месте для ингушей этой проблемы возникнуть не должно. Кроме этого, поступило такое предложение поддержать инициативу лидера ЛДПР и обратиться к руководству России с предложением преобразовать город Владикавказ в город федерального значения по аналогии с Москвой, Санкт-Петербургом и Севастополем. Инициатива, вот, на первый взгляд, выглядит смешно, но тем не менее у нас в Народном собрании, у нас ингуши очень любят членов партии ЛДПР, депутаты от ЛДПР у нас всегда представлены в Народном собрании, поэтому мы можем обратиться к депутату Гадиеву, чтобы он эту инициативу направил своему руководству и таким образом пытался ее, соответственно, реализовать. Да, конечно, скептики скажут, гладко на бумаге, да забыли про Авраамия. Мы прекрасно понимаем, что это поистине титанический труд, который встретит латентное и открытое противодействие со стороны властей Осетии, но не только со стороны властей Осетии, но и отдельных лиц самой Ингушетии, для которых личное благосостояние и покой является важнее, чем восстановление исторической справедливости в отношении десятков тысяч ингушей. Таких персонажей мы должны выявлять среди нашего общества и подвергать публичной остраске с привлечением к этому авторитетных представителей интеллигенции и старейшин духовенства. Да, работа тяжелая, непростая, потребует усилий многих тысяч людей одновременно в течение десятков лет. При этом и ограничены средства и методы реализации программы. Потребуются значительные финансовые, организационные, административные ресурсы, но другого пути у нас нет. Хватит ждать и тешить себя подростковыми иллюзиями, что царь хороший, а бояре плохие. Вот барин приедет, и он нас рассудит. И царь все знает, и бояре все знают. Прошедшие четверть века показали всю пагубность и бесперспективность таких рассуждений и ожиданий. Очевидно, что гражданское общество Ингушетии наконец должно взять на себя ответственность за решение этой проблемы. Не взваливать ее на какое-то одно лицо, будь то Даушев, Зязиков и Евкуров, неважно, а равномерно распределить ответственность между всеми. И вопрос здесь не только в беженцах.
Еще 60 лет назад на территории нынешней Ингушетии жило не более 100 тысяч человек. Теперь здесь живут уже 500 000 человек. Причем ареал проживания ингушей на Кавказе не только не увеличился с 1957 года, он стал еще меньше. Еще через 50 лет на этой территории будут жить уже 1 миллион человек, и это по самой скромной оценке. Вопрос стоит о выживании народа, о будущем наших детей. Что мы им оставим? Прочную полоску земли шириной 40 километров, права на которую периодически заявляют соседи с востока. В таких условиях, при такой демографической перспективе, мы не имеем права разбазаривать наши исторические земли. Земли на Кавказе действительно на вес золота. Никто из соседей не собирается делиться ей. У них такие же проблемы. Земли нам еще пригодятся для будущих поколений. Поэтому призываю все здоровые силы ингушского народа ради будущего наших детей поддержать нашу программу. Призываю ингушских депутатов, правительства Ингушетии, главу республики оказать нам все возможную посильную помощь в пределах тех полномочий, которые у них есть по законодательству Российской Федерации. Сегодня вы Хакимы, а завтра, может быть, поедете вместе с нами в одним вагоном на северо-восток. И такие примеры были в нашем недалеком прошлом. Призываю всех ингушских бизнесменов вспомнить, что все мирское временно, как и мы сами. Воистину мы все принадлежим Аллаху, и воистину мы к Нему возвращаемся. Что все те, кто сегодня вас прославляет там за пределами Ингушетии, делают это исключительно только ради ваших денег. Придет день, и все ваши Роллс-Ройсы, Бентли, дома на Рублевке в Лондоне обещают и сгинут, как сгинули богатства тех, кто жил до вас. И рано или поздно вас и ваших родных привезут и похоронят на вашей малой родине, которой вы сегодня пренебрегаете. На территории какого-нибудь маленького, скромного, родового сельского кладбища, поросшего бурьяном, где вы опять станете равными среди равных, и из этнических ингушей опять превратитесь в настоящих. Сегодня у вас есть шанс, пользуясь для себя, своих детей и своего народа, распорядиться всеми богатствами. Примите правильное и дальновидное решение, которое обеспечит будущее нашего народа. А всем остальным мы хотим сказать, любую задачу мы можем решить сами, если будем руководствоваться в жизни следующим принципом. Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет, тот ищет причины. Аллаху ряду Бога, Варца Бога. Следующий докладчик у нас Багаутдин Хаутиев, председатель Координационного совета молодежных организаций Республики Ингушетия. Я сделаю небольшой анализ, что было сделано и не сделано за 25 лет. 25 лет назад объединенные вооруженные банды, часть из которых получила прямой указ и инструкции, другие получили соизволение и разрешение от покровителей, напали на ингушское поселение в пригородном районе города Владикавказ, вся вина которого заключалась только в том, что они живут на своей родине. Я не стану освежать в вашей памяти все ужасы, которые пережил ингушский народ. Вкратце расскажу, что мы предприняли, чего добились и не добились за 25 лет после кровавого геноцида и террора. Начнем с того, что большими усилиями депутатов Верховного Совета РСФСР, большей частью посредством представителей Ингушетии, был принят федеральный закон о реабилитации репрессированных народов, который предусматривал восстановление нарушенных прав, признавал все акты и наговоры против народа России незаконными и несправедливыми, давал право на полную территориальную реабилитацию. Многие ингуши задаются справедливым вопросом, как в течение нескольких лет, начиная с 1989 года, когда были проведены выборы Верховного Совета РСФСР, и заканчивая 1991 годом, представителям Ингушетии со своими коллегами из других репрессированных народов удалось провести целый ряд точных политических операций, сумев убедить российское руководство и практически всех депутатов Верховного Совета РСФСР, которые не признавали никогда, не хотели это делать на тот момент, признать свою ошибку государства в отношении миллионов людей, целых народов, признать преступными все акты, все наговоры и заставить принять закон века, которым его произвели позже. Это справедливый и естественный вопрос, и ответ здесь только один. Депутаты, которые прошли на выборах в 1989 году в Верховный Совет РСФСР, действительно были избраны народом и представляли их интересы. Не зря выборы 1989 года считаются самыми демократическими на тот период. Если бы депутаты от Ингушетии, представляющие ее в Государственной Думе и занявшие единственный народный рупор для доведения проблемы чаяния ингушского народа со времен воссоздания республики, то есть 1994 года, действительно представляли интересы народа и были бы избраны на честных и равных выборах, ситуация была бы совсем другой.
Это же и касается местных депутатов парламента, которые занимают по этому вопросу пугливую и малодушную позицию, начиная со второго созыва. Что же касается первого созыва, то здесь депутаты маломальски представляли интересы народа, хотя оказались точно так же недальновидны и не смогли выстроить стратегию по отношению к федеральной и местной власти. Первый созыв парламента хоть и пропустил мимо своего внимания целый ряд провальных и заведомо проигрышных договоров и соглашений с Северной Осетией, но признал своим постановлением 21.09.1994 года трагические события октября-ноября 1992 года крайне жестокой формы политики геноцида, проявившейся в физическом уничтожении части ингушского народа и этнической чистки территории, оставшейся в живых. Это цитата из постановления парламента. С тех пор больше парламент не собирался по этому вопросу, кроме проведения совместных чаепитий с парламентом Северной Осетии и подписания очередного соглашения о мире и дружбе. Что же касается всего переговорного процесса за 25 лет, соглашения договоров с 1992 года, которые были заключены между Ингушетией и Северной Осетией, то можно смело констатировать, что это был полный дипломатический и правовой проигрыш. Практически все соглашения начинались с одного пункта – отказ ингушской стороны от территориальных претензий на часть пригородного района. И этот пункт подписывался нашими представителями всегда. Этим же пунктом всегда было сказано, по этой инициативе проводили все эти встречи, совещания, договоренности. И кто в очередной раз проталкивал вопрос отказа ингушской стороны от законных претензий на свою землю. Вот все эти соглашения, у меня вот несколько штук, каждый год они подписывались у нас, вот соглашения с 90-х годов, еще у меня на рабочем столе лежат. Их за 25 лет было несколько десятков. Каждый глава считал своим долгом преступлением в должность сразу же подписывать эти бумажки, которые пускали пыль в глаза только наивному ингушскому народу. А за 25 лет только федеральным центром было принято более 150 документов правового характера, направленных на якобы разрешение конфликта. Все это не имело и не имеет никакого смысла, ведь оцените, насколько слабы органы власти Ингушетии, в том числе законодательные, исполнительные, судебные, что мы не можем решить маломальские правовые вопросы, связанные с возвращением ингушей в свои дома в пригородном районе. Приведу небольшой пример для вас. Все вы являетесь свидетелями лозунга и посыла, сформированного после трагедии 1992 года, о невозможности совместного проживания граждан Северной Осетии и ингушской осетинской национальности. Хотя в некоторых соглашениях мы находили требования упразднения и либую отмену данного лозунга, но он никогда не был отменен. Наоборот, находил свое отражение даже в федеральных нормативных правовых актах. Так, например, приказом Федеральной миграционной службы России от 7 апреля 2008 года за номером 83 утвержден порядок организации работы по оказанию государственной поддержки вынужденным переселенцам, лишившимся жилья в результате осетино-ингушского конфликта, и осуществление выплат и контроля за использованием средств государственной поддержки. Данный нормативно-правовой акт федерального органа государственной власти ухудшал и ухудшает на данный момент положение граждан России, вынужденных переселенцев, пребывающих на территории Республики Ингушетия и имеющих желание вернуться в места прежнего постоянного проживания, противоречит нормам Конституции России. Так, по смыслу пункта 5 порядка вынужденный переселенец не может возвратиться в место постоянного проживания, то есть родное село и подворье, где он родился и вырос, где ранее проживали его родители, деды и прадеды, в случае, если орган местного самоуправления соответствующего населенного пункта не изъявит своего желания на возвращение и проживание его там. По смыслу части 1 статьи 27 Конституции России, желание проживать в родном подворье или же в другом населенном пункте должно было происходить от гражданина, законно находящегося на территории России. Однако норма, закрепленная в пункте 5 приказа, данного приказа, о котором мы говорим, не согласуется с нормой права, установленной в Конституции России. Таким образом, лозунг о невозможности совместного проживания ингушей и осетин, вышедший из уст националистов, нашел свою поддержку даже на федеральном уровне, нормативно-правовых актов органов государственной власти. И следуя этой норме, нарушение основополагающих принципов Конституции, определение долгих лет опиралось право граждан России и ингушской национальности на возвращение в свои дома. Также хочу отметить, что данный пункт по сути не должен был стоять в перечне необходимых мер в соглашениях и договорах между Ингушетией и Осетией, поскольку еще в 1993 году Конституционный суд отменил данные постановления, которые были приняты Северной Осетией, постановление о программе комплексного решения проблем беженцев и о переговорах официальных делегаций. Они были отменены в 1993 году, но все равно этот пункт продолжал стоять во всех соглашениях, практически во всех соглашениях.
Здесь я привожу именно этот пример, чтобы вам, уважаемые ингуши, показать несостоятельность наших органов местной власти. Здесь именно в этой части должно было отреагировать в первую очередь как минимум Управление Федеральной миграционной службы по Республике Ингушетия. Но мы не увидели ни реакцию парламента, ни правительства, ни главы, ни прокуратуры. Вот нацеленность, в кавычках, на защиту прав и законных интересов наших сограждан. Что уж говорить о более широкомасштабной работе по возвращению вынужденных переселенцев в свои дома. Сами органы федеральной государственной власти целенаправленно внесли неясность и правовую неопределенность в вопросах установления границ между Ингушетией и Северной Осетией. Раз и навсегда, хотя бы сейчас, спустя четверть века, мы, ингуши, должны понять, что все эти так называемые переговоры и соглашения направлены были только на одно – полное или частичное торможение реализации закона о реабилитации репрессированных народов. И тот факт, что за 26 лет после принятия закона о реабилитации осетинской стороне вкупе с федеральными органами и чиновниками не удалось повлиять или изъять основополагающие статьи о территориальной реабилитации, не является заслугой парламента или главы Ингушетии за весь период с момента воссоздания республики, а безусловно является победой общественности Ингушетии. Все соглашения, договора нужны только одной стороне – Северной Осетии, поскольку это прекрасный повод оттягивания решения проблемы на десятилетия. Что касается федерального центра и его отношения к разрешению данной проблемы, то, как я уже отметил выше, только на федеральном уровне было принято более 150 документов правового характера. И создано 22 комиссии. И все они были направлены только на одно – закрепление статуса КОЗа города Владикавказ и пригородного района. Не хочу вдаваться в подробности, как советская власть перекраивала границы. Все это было незаконно, и впоследствии были отменены все акты советской власти. Я думаю, что также стоит вспоминать, как Ельцинская Россия шла на поводу осетинских и полностью заморозила разрешение конфликта. Это уже пройденный этап. Давайте теперь посмотрим, какую позицию занимает федеральный центр на данный момент. В 2006 году на одной из встреч президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста, сказал, что в России более 2000 территориальных споров, и разрешение одной из них откроет ящик Пандоры и приведет к цепной реакции. Поэтому очень важно закрыть эту тему. Этим посылом президент России Владимир Путин дал понять в первую очередь ингушам, что все попытки требования возвращения незаконно оформленных территорий, даже если на это имеется законное основание, тщетны и безрезультативны. Учитывая былой опыт, этот посыл не проанализировала ингушская сторона, но ясно приняла осетинская. Единственное, что сегодня нужно нашим соседям, это постоянное, однообразное и монотонное требование исполнения закона о возвращении территории, не переходя на другие сценарии, планы и тактику. Прошу вас, уважаемые присутствующие, проанализировать докладную записку президенту Российской Федерации Владимиру Путину от федеральных чиновников, полномочного представителя президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Козака и министра внутренних дел Нургалиева, в которой они пишут, что среди вынужденных переселенцев ингушской национальности необходимо провести разъяснительную работу о целесообразности расселения в других регионах, хотя этот тезис полностью противоречит действующей Конституции Российской Федерации. И как вы уже заметили, это говорит только о правовой безграмотности, нежелании даже на федеральном уровне соблюдать букву закона. И самое важное – наладить процесс нормализации отношений между двумя народами России. Эта записка была составлена в 2007 году, 15 лет спустя после так называемого осетино-ингушского конфликта. Ингуши должны понять, если они не слепы, на кого во все времена российское руководство благосклонно взирало и чью позицию оставило до сих пор. Проведя анализ всех этих фактов, мы должны прийти к тому, что, учитывая политическую систему России на данный момент, необходимо поменять тактику в отношении данного вопроса. Главный акцент необходимо сделать на создании условий для возвращения вынужденных переселенцев в свои дома. И первым, безоговорочным пунктом должна явиться ликвидация так называемого Чермянского блокпоста, расположенного на федеральной трассе Кавказ. Наличие таких постов, препятствующих свободному передвижению и общению граждан, нарушающих права и свободы людей, провоцирующих систематические инциденты разного рода, отпугивающих прибывающих с разных регионов России граждан и туристов, не вписывается в рамки тезиса, постоянно озвучиваемыми властями России «Откроем врата Кавказа». В связи с чем глава Ингушетии, парламент, общественность должны постоянно требовать от главы государства, гаранта Конституции Российской Федерации, условия отсутствия чрезвычайного положения в регионе, решить вопрос ликвидации так называемого Чермянского блокпоста. Ни одна программа, уверяю вас,
Ни федеральные целевые программы, ни даже учреждения федерального управления на территории пригородного района не помогут делу возвращения вынужденных переселенцев, если данный блокпост будет работать, как и сейчас, полностью отбивая желание не только возвратиться домой на постоянной основе, но и ехать в сторону пригородного района даже раз в год. Это очень важно. Вторым пунктом, прежде чем просить всякого рода финансирования и федеральные целевые программы для социально-экономического развития пригородного района, которые полностью контролируются осетинской стороной, включая все денежные потоки, необходимо однозначно и конкретно потребовать введения федерального управления на территории пригородного района со всеми вытекающими из этого обстоятельствами и последствиями. Ингушский народ уже не тот, в отношении которого осенью 1992 года был устроен акт геноцида и насильственная депортация из пригородного района и города Владикавказ при преступном, молчаливом согласии, попустительстве и даже поддержке от политического режима. Ингуши же не те, когда царская власть наводнила землю казаками, и уже не те, когда убийца Сталин отторгал земли ингушей в пользу Северо-Осетинской ССР. Ингуши сегодня консолидированная верующая нация, которая обязательно вернет себе то, что ей принадлежит по праву. Это произойдет, несмотря на то, что сегодня нашими главами являются навязанные и никем не избранные люди, которые ничего не предпринимают для решения данного вопроса. К нашей конференции присоединился представитель ученого сообщества, это лингвист, доктор филологии, профессор университета Сорбонна во Франции, Павел Рожапова-Парфиева. Я хотела бы прежде всего выразить соболезнования ингушскому народу за то трагическое событие, которое мы сегодня отмечаем. И прежде чем начать, я, собственно, выступать и не собиралась, но душа не дает молчать. Вчера, прежде всего, я посмотрела по телевизору наше руководство на траурном комплексе. И первое, что хочу заявить, пока у меня есть, я не знаю, сколько минут я располагаю, глава республики сегодня, присутствуя перед народом, не потребовал, не только не потребовал извиниться за ту трагедию, за ту бойню, которую устроили в 1992 году, а еще и попытался, забыв все расследования, все заключения комиссии о том, как это происходило, спрятав стыдливо глаза, он заявил, что это были следствия необдуманного вооруженного выступления. Вот я хочу заклеймить это выступление, которое каждый день миру хотят внушить осетины, что на них напали. Но когда наш глава, вопреки всем документам, заключениям, повторяет вслед, что, дескать, это трагические выступления, которые дали. Второе. Присутствовал на этом собрании, или, извините за выражение, на трагическом событии представитель России. У России, на которую сегодня они сваливают якобы на слабую Россию, перекладывают вину. Но мне хочется сказать, а что делает сегодня сильная Россия? Если она сильна, она должна была не бояться сказать ингушам: дорогие ингуши, произошла трагедия. Извините Россию за эту трагедию. Но ни у одного из них, ни одного слова сочувствия ингушскому народу не появилось. Вот я бы хотела, если вы мне позволите, это, наверное, долго или нет, как об этом написал совсем даже незначительный французский писатель, который имел просто гражданскую позицию. Оно на 2 страницах следует читать или нет, я не знаю. Почитайте. Это я отдам здесь ребятам. Это в газете «Монт»
была статья сразу по следам наших событий. Притом это газета, которая очень редко вмешивается в силу своей объективности, известной в мировом масштабе, против мировых событий, пока не имеет основательных данных. Я была во Франции в период этих событий, и каждый день в газете, в редакции мне показывали, какие трагические события и фотографии поступали из этого. Так вот, несмотря даже на государственный протест не вмешиваться, вышла такая статейка. Ингуши не существует, по крайней мере, их не было в маленьком Ля-Руси 92 года. Правда, их всего 300 тысяч человек, немного больше, чем исландцев. Точнее, они были истреблены в начале ноября в присутствии русской армии, если сказать мягко, в лучшем случае в их пассивном присутствии. И сегодня их значительно меньше. Уж не нарвались ли ингуши сами на это истребление? Потому что они, во-первых, кавказцы, как их братья-чеченцы, а Кавказ далеко. По крайней мере, намного дальше, чем бывшая Югославия. К тому же они мусульмане, хотя после того, как были язычниками, затем христианами вплоть до XVIII века, и ни на йоту не являются фундаменталистами. К тому же, еще они были тотально высланы Сталиным в 1944 году, как и другие наказанные народы. И плюс ко всему, они имели дурной вкус оказаться на пути немецких войск, устремившихся на Москву и на его нефтяные месторождения. Значит, вступали в грязный, в кавычках, преступный контакт с врагом. И еще самое главное, выселяя их, Сталин подарил их соседям, осетинам, Колыбель-Ингушей, пригородный район. В период десталинизации наказанные народы были реабилитированы, им было разрешено вернуться в родные края. Но только не основной части изгнанных с родных земель ингушам. Совсем недавно парламент России издал закон о реабилитации сосланных народов со статьей, обязующей вернуть народам на землю, откуда они были высланы. Но закон не был приведен в исполнение. Так как осетины отказались вернуть неправедный подарок. Но когда в прошлом году чеченцы провозгласили независимость, ингуши воздержались и не присоединились к ним по части отделения от России в надежде, что, оставшись в составе Российской Федерации, она оценит эту верность и примет справедливое решение относительно ингушской проблемы. В надежде, которую в них поддерживали и питали неоднократные обещания Бориса Ельцина. Затем, когда народы всего мира были заняты выборами американского президента, произошло то, во что хотелось бы верить, что это просто несчастный случай. Ингушская девочка была раздавлена осетинским БТРом. Возникли стихийные столкновения со смертельным исходом, и возник протест молодежи, доведенного до отчаяния народа, у которого иссякло всякое терпение, и вместе с ним исчезла надежда. Тогда Борис Ельцин объявил комендантский час и чрезвычайное положение и экспедировал в район более 10 тысяч солдат с тяжелым вооружением под предлогом разделить конфликтующих. Но все свидетельства подтверждают факт. Российские пришли на помощь своим союзникам, осетинам. Они разнесли танками и БТРами ингушские загромождения, окружили их деревни в окрестностях Владикавказа, бывшую столицу Ингушей и Осетин, который стал потом столицей только Осетин. Тогда Осетинская гвардия систематически стала разрушать и жечь ингушские деревни и дома в мешке, который образовался, когда российские солдаты отделили ингушей Осетии от Ингушетии, чтобы осетины могли совершать безнаказанно все возможные и невозможные издевательства и истребления беззащитного населения.
Оставшиеся в живых спасались через горные тропы проход на Ингушетию. Так именно происходит этническая чистка, которая для несчастных ингушей обернулась вторым выселением депортации. Когда на следующий день, с первых же дней, когда родственники ингушей из Ингушетии пытались дозвониться в квартирах родственников ингушей во Владикавказе, им отвечали на линии осетины. Борис Ельцин, раздавив таким образом ингушей, которые поверили в закон и обещания, одним ударом удовлетворил свою националистическую оппозицию и решил показать силу и напугать чеченских индепендентистов. И действительно, в этом мире, где варварство стремительно развивается скоро, как еще можно быть ингушом? И в заключение он объявил: России сегодняшней демократической не стоило менять красный флаг СССР на бело-голубой. Кровь несчастных, кровь уничтоженных ингушей была бы меньше видна на красно-белом флаге СССР. Поэтому мне хотелось еще обратить внимание, в свете того, что здесь говорили, я нового ничего не скажу, но как сами осетины, вот у меня интервью с журналисткой осетинского происхождения, она осетинка сама, Фатима Салтазанова. Вот осетино-ингушский диалог. Фатима Салтазанова и Пара Парчиева. Она задает вопрос, что вот я лучше, наверное, прочту, я была... Спасибо. Короче, из этого документа я хочу только прочесть несколько выдержек. Сначала она мне задает вопрос, что в ее присутствии какой-то ингушский подросток заявил во Франции, что он хочет убить всех осетинов. И она мне задает вопрос, как можно истребить эту ненависть между нашими народами, которую мы, дескать, внушаем нашим детям. Но дальше идет разговор, но отсюда видно только одно. Я два абзаца приведу, где она явно и бессовестным образом пытается оправдать случившееся и даже считает, что может быть глубокая психологическая дружба, на которую я категорично ответила. Никогда в истории между осетинами не будет дружбы и ингушским народом, если нам силой навязывают эту дружбу. Когда нам вернут колыбель Ингушетии, у которой даже француза нашлось слово сказать, что это колыбель Ингушетии, вернут нам нашу родину с извинениями, вот тогда дружба сама собой, сердца развязываются. Этот факт в нашей жизни, это как опухоль внутри, которую, чтобы скрыть, нужно раскрыть ее хирургически именно мерами, которые эту опухоль вылечат. И что самое досадное, сегодня наша сильная Россия, на мой взгляд, позорным образом ничего не предпринимает, чтобы эту опухоль скрыть и действительно наладить дружбу наших двух народов. Вот Фатима Салтазарова мне заявила: не считаете ли вы смехотворно бессмысленным, дословный перевод, что ингуши требуют границу внутри России, которая тоже имеет свои границы. Это, дескать, смешно внутри России требовать изменения границ. Какое это имеет
имеет значение? На самый простой, логический мой ответ. Помилуйте, если это не имеет значения, почему же вы такой ценой хотите сохранить эти границы, захватив нашу родину? У нее ничего не нашлось. И думаете, что она мне ответила? Как могли ингуши в 92 году броситься в такую безнадежную акцию, зная, что Россия наш союзник и что нас намного больше, чем ингушей. И с такой формулировкой нам навязывают сегодня дружбу. 25 лет спустя квартиры ингушей, дома не восстановлены, и ни одна официальная сегодняшняя продажная пресса не занимается этим вопросом. Вот у меня несколько публикаций, которые я уже не хочу злоупотреблять временем. Одна из них вышла в тот год, когда вот последний раз переизбирался Юнусбек. Кстати, она мне еще тут первый вопрос, который она мне задает. Когда я сразу же в самом начале ответила, что дружба – это когда вернут пригородный район, она говорит, а вы что, дословно, хотите быть более кардинальной, чем президент Аушев? Я говорю, у президента Аушева может быть какие-то государственные соображения, но я представитель ингушского народа и знаю, что думает каждый ингуш. Никогда не будет дружбы, пока вы не вернете нам пригородный район. В той корреспонденции, которая Даша, когда она, я хочу интересный факт сказать по поводу того, что она сказала, Россия наш союзник. Несколько лет, 2 года, по-моему, приблизительно спустя в Институте восточных языков уже шла Чеченская война. Приезжал туда, наверное, многие помнят, Хаджимурата Ибрагим-Белиев, который, кстати, последовательно всегда боролся за ингушскую правду. И в этот момент вся Франция протестовала против войны в Чечне. И в институте, где это собрание происходило, присутствовала, и я знала, что она там будет, Фатима Салтазанова. Когда Хаджи Мурат, вслед за ним другие выступавшие обвинили Осетию, братскую страну, что у нее на территории фильтровальные организации, которых откуда бьют чеченцев, куда привозят и пытают чеченцев. Думаете, что ответила Фатима Салтазанова? Мы такие же бесправные, подчиненные России, как и чеченцы, как и ингуши. И, к счастью, у меня с собой был журнал, в котором было отпечатано это интервью. Я говорю, мадам, 2 года тому назад вы были союзниками России, а сегодня, когда Россия не популярна, вы вдруг стали предателями той же России. И я глубоко убеждена, что если, не дай Бог, когда-нибудь что-нибудь с Россией случится, осетины первые наступят ей на горло. В словаре народов мира ни нами, ни русскими, французами написано: осетины, народ полицейский, который с IV века постоянно занимает позиции сильных, чтобы извлекать оттуда пользу. Это написал французский исследователь, выпускает словарь, сноски есть. А всем известно, наверное, известный английский писатель Джон Ле Карре в романе «Наша игра» ингуши выставлены как народ, самый бесправно, несправедливо обиженный на земле. Так вот, мне хочется от имени, если вы мне позволите, от имени ингушского народа с
спросить у Владимира Владимировича Путина, как же вы не обернете свой взор на своего подчиненного, на своего народа, которого называют самым несправедливо обиженным на земле. Топить ингушскую проблему, как это делается в продажной прессе, сегодня это норма. И сводить народы – это тоже норма. Если вы... Я сейчас закончу, извините. Вы, наверное, знакомы с этой публикацией. Читали, нет? Что здесь интересного? Вот это самый такой сильный образец прессы продажной, который хитрит даже. Автор этой статьи вроде бы демократический автор Аленова, Ольга Аленова, но на каждом шагу она повторяет. Ингуши, типа в России, в мире много конфликтов, перечисляет какие-то незначительные конфликты, и среди них ингуши потребуют пригородный район, тот-то потребует такой-то район, тот-то потребует такой-то район. И ни одного слова о том, что было в пригородном районе в 1992 году, хотя она является первым лауреатом премии Анны Политковской. Я считаю, хочу, чтобы Россия, может быть, услышит, что это позор. И даже демократическая газета «Новая», она не постеснялась напечатать статью. Она называется «Если мы поднимемся, мало не покажется». Это выступление якобы осетинской молодежи, которые требуют водрузить стену между чеченцами, между ингушами и осетинами. И думаете, там прозвучал какой-то протест против этого предложения? Она услужливо нам и читателям предлагает перечень мировых стен, которые были воздвигнуты, и ни одного слова протеста. Но зато неоднократно в статье заявляет, как мне во Франции заявили, президент Аушев отказался, а нас здесь 3 раза повторяют, что президент Евкуров отказался от пригородного района. Вот наша сегодняшняя правда. Поэтому я приветствую эту конференцию. Если даже далекие от нас люди ищут правду, пусть она будет тяжело раскапываемой, но я еще раз хочу сказать, что правда, она все равно восторжествует. Есть такая интересная информация, ее тоже все знают. 2000 лет евреи в новогодних поздравлениях повторяли следующий Новый год, чтобы мы встречали в Иерусалиме. 2000 лет они все-таки добились Иерусалима. То есть, вот каждое слово, произнесенное душом о трагедии нашей, мир должен знать. Мир реагирует. И все. Там тоже, если бы у меня очень интересный материал, как нам хотели навязать конфликт между чеченцами и ингушами, он постоянно сейчас идет в параллели в российской и в западной прессе, параллельно ингуши, осетины, чеченцы. Вот здесь почему нарисован Кадыров и Евкуров. Автор заявляет, Кадырову тесно на территории Чечни, он может выйти за пределы Ингушетии, он уже интересуется Дагестаном, то есть ему нужно расширяться, явно приписывая политику, которую, по-моему, Кадыров не требовал и не требует. Стать лидером Кавказа, обосновавшись в Ингушетии и так далее. Поэтому еще раз в заключение, я от души, от имени жертв, я сама житель пригородного района. Неделю тому назад, когда захотела посетить отчий дом,
мне вызвали полицию просить Путина, который хочет создать национальное согласие, российскую нацию, только на основе равенства и решения справедливости, на основе справедливости национальных конфликтов, и просить от имени ингушского народа решить ингушскую проблему. Спасибо за внимание. Он, полиция, оценивает позицию руководства как предательской и является ее ярым противником. Это его поручение, я его исполнил. В текущем году совпали две даты, диаметрально противоположные по своему содержанию. 25-летие образования Ингушской республики и 25-летие невероятной по жестокости этнически чисто ингушского населения города Владикавказа и пригородного района. Юбилейная дата образования Ингушской республики, казалось, должна была радовать сердце населения нашей республики, ибо это дата восстановления ингушской государственности. Спустя 8 с лишним десятилетий после ее ликвидации статуса ингушей. Однако праздник, связанный с восстановлением государственности ингушского народа, сложился поистине со слезами на глазах. Аннексируемые с 30-х годов прошлого столетия ингушские территории, заселенные после 1957 года 75 тысячами ингушей, возвращавшихся на свою историческую родину после 13-летней депортации, силы российского воинства и банк формирования Северной и Южной Осетии осенью 1992 года, выражаясь словами генерала палача Филатова и фашистовавшегося националиста-шовиниста Галазова, вычищено от мирного ингушского населения. Процесс геноцида четверти ингушского населения сопровождался невиданной со времени гитлеризма и полпотовщины жестокостью армии людей. Грудные дети выкармливали свиньям, стариков обезглавливали, а их головы высаживались на поле. Женщинам, даже беременным, спарывали животы и изымали внутренние органы. О всех жестокостях, чинившихся армянами, пропитанными угаром патологической ненависти к ингушам, об их звериной психологии, взращенной на генетическом уровне, у нас вряд ли хватит способности понять в полном объеме. Но нельзя умолчать о неизвестной судьбе 200 ингушей, пропавших без вести. 25 лет прошло с тех пор, как их родные и близкие, да и весь ингушский народ не имеет возможности продать земле и останки, как его требует наш национальный адап. Руководство Осетии не выдает места их массового захоронения из-за своей трусливой сущности, ведь выдая они места захоронения, наступит ответственность за это злодеяние. Граждане России и не только ингушской национальности были достаточно широко осведомлены о подробностях широкомасштабной продуманной операции, совершенной исключительно по инициативе осетинских националистических идеологов. Это стало возможным только благодаря таким представителям передовой подлинно демократической интеллигенции, составляющей костяк гражданского общества России, как Ирина Дементьева, Егор Яковлев, Марк Дейч, Игорь Ляпин, Тамара Алиева, Сергей Белозерцев, Людмила Дуанова, Ян Чеснов, Светлана Кореева и многие-многие другие. Это граждане с большой буквы, которые, вопреки указу президента Бориса Ельцина об информационной блокаде очередного геноцида ингушского народа, возвысили свой голос в защиту мирного народа, в защиту справедливости, в осуждение геноцида ингушского народа. Многие из этих граждан России попали в немилость руководства страны и поплатились своим благополучием. Все эти факты известны широкой общественности как нашей республики, так и России в целом. О них более чем достаточно осведомлены и правоохранительные органы, о чем свидетельствует справки ответственного работника Генпрокуратуры России господина Костарева, а также заключение господина Чеглазова о прекращении уголовного дела, возбужденного по факту так называемого осетино-ингушского конфликта. Но есть, уважаемые участники конференции, ключевое обстоятельство, которое разными политологами трактуется весьма вольно и
и совершенного отрыва от действительности. Это обстоятельство заключается в вопросе о действительной причине подготовки и осуществления этногеноцида ингушского народа 1992 года. Пора хотя бы спустя 25 лет после войны, совершенной по инициативе Осетинского культурно-исторических трудов над ингушским населением пригородного района и города Владикавказа, раз и навсегда положить конец разного рода предположениям по поводу тех событий. Подлинные же причины подготовки и осуществления государственного террора над ингушским населением в Осетии заключалась в следующем. После восстановления Чечено-Ингушской ССР в 1957 году ингуши массово начали возвращаться в свои родовые населенные пункты пригородного района и Владикавказа. Возвращающимся на историческую роду ингушей Осетии встречало более чем враждебно. Их не пускали в собственные дома и их даже не продавали. Осетинское руководство был принят ряд постановлений по запрету осуществления госучреждением актов продажи домов ингушскому населению, выделение им земельных участков для строительства, выделение им квартир и так далее. Более того, возвращавшиеся ингуши целыми семьями насильственно увозили на Дранский район и оставляли там под открытым небом. Уже в этот период осетинское руководство, согласно широкой общественности, начало чинить всевозможные противоправные антиконституционные деяния с тем, чтобы не допустить притока ингушского населения, справедливо опасаясь, что возвращение в пригородный район и город Владикавказ всех жителей, депортированных в 1944 году, повлечет за собой в конечном итоге возврат в лоно Ингушетии аннексированных осетино-ингушских территорий. Но воля ингушей, возвращающихся на свою родину, была непоколебимой, и к осени 1992 года численность ингушей, заселившихся в населенные пункты пригородного района и город Владикавказ, уже составляла более 75 тысяч человек. Постепенно, год за годом, этот процесс набирал обороты, что кардинальным образом расходилось с национальной политикой Осетии. Всепоглощающая мизантропия осетинской ингушки в отношении ингушей была порождена стремлением любыми средствами сохранить статус-кво пригородного района и Владикавказа как составной части Осетии, что в свою очередь послужило основанием выработки плана повторного выселения ингушей. Всеобщий митинг осетинского народа, прошедший в городе Владикавказе в 1981 году, был продиктован именно этой целью. Тогда Россия советская, в отличие от России современной, достаточно энергично подавила этот несанкционированный митинг. Как бы ни были печальными последствия этой акции, идеи осетинских националистов по удворению ингушей Владикавказа и пригородного района не то что не было снято с повестки, но еще больше закрепилось в умах сознания осетинских национальных экстремистов. Для воплощения давно вынашиваемых планов идеальное время пришло с распадом Советского Союза, когда к руководству России прошли случайные люди, заинтересованные не столько в интересах государства, сколько собственных интересов. Продажные высокопоставленные чиновники, как во главе силовых министерств, так и в военной сфере, с легкостью пошли на сделку с осетинскими националистами. И бойня ингушей силами российского воинства и банк формирования обоих Осетии было развернуто в полном объеме. Осетинские боевики, как северяне, так и южане, к этой провокации были как нельзя лучше подготовлены. Дело в том, что Галазовская Осетия многими годами ранее готовилась провести этническую чистую ингушского населения, об этом свидетельствуют многочисленные факты. Подготовка ополченцев, гвардейцев, значительное расширение штата МВД, начало массового производства оружия на промышленных предприятиях Осетии, активная дипломатическая и околодипломатическая деятельность по склонению руководства страны, в том числе и Ельцина, к началу силовых действий против ингушей, а также подкуп многочисленных коррумпированных нужных чиновников, создание на территории Осетии концентрационных лагерей. Расхожее утверждение о том, что принятие законов о реабилитации репрессированного народа и об образовании Ингушской республики в составе Российской Федерации якобы явились причиной событий осени 1992 года, весьма и весьма ошибочно. Это лживое утверждение.
распространяется осетинская пропаганда и порой по содействию незрелой и дискриминационной части ингушского населения. Задуманный и осуществленный осетинским национал-экстремистами этногеноцид ингушского населения в пригородном районе Владикавказа явился результатом осуществления давно вынашивавшего Осетии плана по вычищению ингушского населения с тех же исторических родин. Здесь речь может идти лишь о том, что образование Ингушской республики подтолкнуло Осетию к ускорению задуманной операции, ибо возвращение значительной части души на свою этническую родину, интересы которого отныне могла поддерживать новообразованная республика, явились серьезным аргументом для ускорения очередной силовой депортации 75 тысяч ингушей, уже проживавших в своих населенных пунктах в пригородных районах Владикавказа. Такова печальная действительность, в которой живет ингушский народ вот уже 25 лет. В связи с этим во весь рост встает вопрос, как быть ингушскому народу в этой более чем критической ситуации. Одними из главных составляющих ответа на этот вопрос является: первое. Добиться прямых выборов главы республики с тем, чтобы сделать ставку на избрание смелого и принципиального человека, который бы, не боясь за свою карьеру, во весь рост изложил бы перед федеральным центром волю ингушского народа по вопросу воплощения в жизнь законов, принятых в России. Второе. Добиться принятия регионального закона о смешанной системе выборов, когда половину депутатов народного собрания Республики Ингушетия будут выбирать по мажоритарной системе, половину по пропорциональной системе. Только тогда появится возможность прохождения депутатов честных и порядочных граждан республики, а не проходимцев от различных партий. Необходимо вернуть народу узурпированному у него право выбирать и быть выбранным. Третье. Добиваться мирными средствами, в строгом соответствии с национальной ментальностью и положением Конституции Республики Ингушетии, территориальной целостности Ингушской Республики, включая пригородный район и правобережную часть города Владикавказ. Благодарю за внимание. Это вам Кугаров зачитал оповещение Амадея Шидаблиева и Совета Темки. У нас Хамид Дажиков хочет выступить и приготовиться Лиза. Вот поэтому в связи с этим я только с этого обращения зачитаю заключительную часть, что мы требуем от них. Первое. Неукоснительно и без всякого изъятия исполнить закон о реабилитации репрессивных народов. Мы требуем вернуть нам в полной мере право избирать и быть избранными. Мы хотим сами избрать из своей среды всенародным голосованием лидера и парламент от народа. Мы хотим жить и развиваться как нормальный народ в составе Российской Федерации. Мы не хотим влачить жалкое существование дотационных субъектов. Не надо нас кормить рыбой. Дайте нам удочку и свободу действия. В недалеком будущем мы сами сможем помогать нуждающимся. Мы рассчитываем, что будем услышаны теми, от кого сегодня зависит судьба России. Не за себя мы ратуем, нам всем уже далеко за 70. Мы страшимся за будущее России, наших детей, внуков и правнуков, которых новая Россия откровенно губит сегодня своей античеловеческой политикой. Просим извинить за перехлёст эмоций в некоторых суждениях, но это правда, которую нельзя не видеть. В случае оставления без ответа или очередной шаблонной отписки или неудовлетворительного ответа мы вынуждены обратиться к международному сообществу. Это, конечно, тирада своего рода, но все-таки это кого-то заставит задуматься. Мне кажется, если мы будем и дальше продолжать слезливо просить исполнить наши законные права, то мы никогда не добьемся успеха. Мы должны требовать эти свои права. Они нарушены законом Российской Федерации. Никакого понятия федерализма сегодня в России не существует. В России есть цинки, пасынки или оплоты, или наказанный народ, или как-то по-другому. Я не умею так выражаться.
Ну, мы это все видим, все знаем, но мы не можем об этом заявить. Теперь по поводу организации данного собрания. Это очень хорошее мероприятие. Все телевидение, царь Абутер, я посмотрел вчерашнее мероприятие. И по этой причине от нервного расстройства я всю ночь и не мог уснуть. Но когда мне сказали утром, что сегодня это мероприятие состоится, я очень даже этому обрадовался. Обрадовался по той простой причине, что думаю, здесь, может быть, услышу что-то внятное. И сегодня я очень рад, что я услышал вот эту вот женщину. Я не помню молодой. Еще когда в 90-е годы мы только начинали бороться, она несколько раз появлялась на арене ингушской действительности. И мне приятно, что она и сегодня здесь, и она очень точно подметила то, чем мы сегодня болели. А мы, живя здесь, в Ингушетии, и каждый день видя то, что с нами происходит, мы не умеем выразить то, что у нас в душе находится, или мы боимся, или у нас редки там не схвачены, что-то другое. Вот такое у меня предложение. Я прошу меня поддержать. Вот у нас есть такие ребята, у них есть камеры, мы можем собраться еще раз, если надо выехать, и провести это мероприятие снова, репортаж такой подготовить и запустить нашему населению прямо вот антипод тому репортажу, который и сейчас я представляю вот в этом зале вот, конкретно родственников без вести пропавших. Действительно, я хочу поблагодарить всех, кто организовал сегодняшнее мероприятие, где я могу высказать свою и боль, и пожелания, и какие-то соображения по этому вопросу. Потому как вчера, действительно, правильно подметили, очень сказали, что наконец-то сдвинулась проблема по розыску без вести пропавших. Это было слышать, это было просто люди не знали, как на это отреагировать, настолько это было бессовестное такое обращение к такой большой толпе. Что значит спустя 25 лет сдвинулось с мертвой точки? Это выражение общественного деятеля, который непосредственно занимается розыском без вести пропавших. Я считаю, что это прямое предательство нас, родственников без вести пропавших. Теперь я хочу сказать следующее. Во-первых, еще хочу поблагодарить тех, которые в 92 году помогли, приняли нас, беженцев из пригородного района, здесь на территории города Награни, большей части своей. И хочу поблагодарить, у меня есть фотография Куркуев Ахмедович, я хочу вам показать, я его сфотографировала благодаря Семероеву, это мне удалось сделать. Еще хочу поблагодарить, но она уже принятия, да, Цалоева Миновси Ибрагимовна, которая, через руки которых прошли сотни тел жестоко убитых в пригородном районе, которые в последний путь они проводили дело омовения тел. За это мы очень благодарны. Я хочу сказать еще одну такую вещь. Последние 2-3 года и по состоянию здоровья, и потому как я уже разочаровалась, что официальные структуры власти будут заниматься этой проблемой, я выделила в отдельно, это возможно немножко неправильно, но розыск без вести пропавших чисто из села Базоркино, которых пропали в 1992 году. Но в основном это, конечно, Бартенкоев, в числе которых мой отец, брат, дяди, в общем, все наши. И работу я начала проводить, я хочу просто объяснить, что на территории Ингушетии эту работу проводить бесполезно и невозможно, и это просто трата времени. Потому как я 17 лет, будучи председателем комитета содействия поиску заложников без вести пропавших, опираясь на официальную структуру власти, думала, что все-таки эта проблема действительно двинется с мертвой точки, как говорили. Но я пришла к выводу, что нужно действовать на территории пригородного района.
И с 2015 года мы начали свою работу со специями и социальной структурной силой населения, с пригородного района, сделали обращение к Агузарову, то есть к официальной структуре власти, но, к сожалению, Агузаров долго не прожил и не был на этой должности. Я почему это говорю, сейчас я вам объясню. Потому что вот при нем какое-то движение началось, то есть нас стали выслушивать, была организована встреча и так далее. То есть мы почувствовали, что что-то там можно сделать. Но когда мы начали получать официальные ответы, потом, когда Агузаров умер и впоследствии, там в ответах существует, вот прям красной нитью проходит такая мысль, что вот у нас никаких дел нет, все это хорошо и так далее. То есть я просто хочу вот сказать одну такую вещь, что на территории пригородного района, если вот проводить эту работу, ее можно только до какой-то степени довести. Решить полностью ее там невозможно. В этом мы убедились. Поэтому мы сейчас выходим на более высокий уровень. Мы получили те отписки, которые мы получали все эти 25 лет, мы получили там. Сейчас задача у нас другая. Но я хочу еще подметить одну такую вещь. Где бы мы ни были, где бы мы ни сталкивались с какими-то проблемами, особенно с русских отношений или решением проблем, нашими проблемами кто только не занимается на Северном Кавказе. Есть такая еще миротворческая миссия имени генерала Лебедя. Начало было очень хорошее, но на сегодняшний день я считаю, что нашу проблему люди получают гранты, говорят о них, но если мы сами за это не возьмемся, я уже окончательно убедилась, что эту проблему никто не решил. Просто есть случай один, я вам просто приведу как пример, издается книга «Психологическое состояние родственников без вести пропавших». Ну, это на базе миротворческой миссии. И, естественно, психологический анализ идет этого аспекта. И вдруг нам говорят, что Астина представили какой-то материал, мы его читаем, а там идет совершенно политика, абсолютно не пахнет никакой психологией. Но мы, конечно, подняли этот вопрос, потому что я имею к этому отношение, и мы убедили этого Мухомолова не включать вот в эту книгу тот политический анализ, который делала Астинская страна. Ведь речь идет о психологии. То есть везде, где можно и не можно, каждый, я буду говорить, оппоненты пытаются какую-то свою мысль там продвинуть. Поэтому всегда нам надо быть начеку и уже гасить в самом начале какие-то негативные отношения, которые будут производиться в отношении Ингушетии. Еще я просто для справки хочу сказать, что во время конфликта, потому что я занимался этой проблемой, у меня есть такая справка, что около 13 женщин пропало без вести, судьба не установлена. Из них у нас сейчас что просто хочу сказать, что у нас, ладно, буду такую арифметику давать. Дети в возрасте до 17 лет, Ясоговый Иванович, юноши в возрасте до 25 лет, 35 без вести, зрелые мужчины и женщины в возрасте до 55 лет, 106 человек, пожилые мужчины, 20 и женщины, 29 человек, мужчины старшего возраста 76 лет, 3 человека, в том числе 95-летняя Арсамакова Хава Идиговна, жительница села Тарского. Я просто хочу сказать, то, что произошло, это было просто убийство индусского народа. И эту проблему, конечно, не очень легко решить, но я надеюсь, что я сегодня поняла, что все-таки я была очень расстроена, но я поняла, что еще что-то можно сделать, пока есть такие люди, как вы, которые здесь в зале, и организаторы этого мероприятия. Хочу и книга памяти Зекистания, и книга памяти Шамрозина Дахлин. Я охотно для книжки, я сделаю, сам я сделаю, я главное ее хаяти для книжки, да, я буду По докладу подготовлен спецпроект резолюции, и я его зачитаю.
Резолюция конференции общественности Ингушетии, посвященная 25-летию геноцида и этнической чистки в Пригородном районе и городе Владикавказе. Выражаем искренние соболезнования и сочувствие родным и близким всех погибших, похищенных, пропавших без вести, а также всем пострадавшим от геноцида и этнической чистки 1992 года. Город Назрань, 30 октября, 31 октября. Заслушав и обсудив доклады о 25-й годовщине геноцида и этнической чистки в осень 1992 года в Пригородном районе и городе Владикавказ, конференция общественности Республики Ингушетия решила признать работу органов власти Российской Федерации, региональных органов власти Северной Осетии и Ингушетии по ликвидации последствий трагических событий в осень 1992 года неудовлетворительной. Второе. Признать преступным бездействие органов власти по установлению местонахождения и захоронений, в том числе массовых, лиц ингушской национальности на территории Республики Северной Осетии и Алания, похищенных и пропавших без вести во время этнической чистки в осень 1992 года и в постконфликтный период. Третье. Признать все действия, ограничивающие жителей Республики Северной Осетии и Алания ингушской национальности в правах, в том числе при приеме на работу, участии в органах местного самоуправления, представительном органе в парламенте Республики Северной Осетии и Алания, раздельного обучения ингушских детей с детьми других национальностей, противозаконными, нарушающими основы Конституции Российской Федерации, Европейской конвенции по защите прав человека, иных международных документов, а также фактами дискриминации по национальному признаку. Четвертое. Признать провальной работу органов власти в процессе возвращения вынужденных переселенцев в места прежнего проживания, а также выстраивания межнационального мира и терпимости. Пятое. Признать нарушающими права и законные интересы вынужденных переселенцев, отказ в органах миграционного учета, в продлении сроков статуса вынужденных переселенцев жителям пригородного района города Владикавказ и других населенных пунктов Северной Осетии, покинувших свои дома в результате трагических событий осени 1992 года. Шестое. Призвать органы власти Российской Федерации обеспечить соблюдение международных правовых актов и договоров, Конституции Российской Федерации, норм действующего законодательства в части ликвидации последствий трагических событий осени 1992 года, так называемого Осетино-Ингушского конфликта, возвращение вынужденных переселенцев в свои дома, восстановление разрушенного жилья, компенсацию утраченного имущества и создание благоприятных социальных условий проживания. Седьмое. Призвать органы власти Российской Федерации обеспечить прекращение дискриминационной политики в отношении ингушских детей в части их раздельного обучения с детьми других национальностей. Признать недопустимыми дальнейшее бездействие правоохранительных органов Российской Федерации по привлечению к уголовной ответственности и административной ответственности должностных лиц, органов государственной власти и местного самоуправления Республики Северной Осетии и Алания, препятствующих возвращению и обустройству граждан ингушской национальности в населенные пункты Сунжа, Ахтиют, Октябрьская, Шолхи, Ир, Джерахоют, Камилеевская, Лалдают, Южный, Терк, Длинная долина, Чернореченская, Чермен, Базоркина, Владикавказ, Гору и другие. Девятое. Признать закон Республики Ингушетия о границах муниципальных образований Республики Ингушетия, принятый в феврале 2009 года и подписанный президентом Республики 23 февраля, в день 65-й годовщины сталинской депортации ингушского народа, противоречащим Конституции Республики Ингушетия, закону РСФСР о реабилитации репрессированных народов и интересам ингушского народа, отметить равнодушное отношение депутатов Народного собрания Республики Ингушетия к исполнению закона РСФСР о реабилитации репрессированных народов в части восстановления административной границы республики, восстановления прежних наименований населенных пунктов пригородного района, их ситуации с соблюдением прав граждан ингушской национальности на территории Республики Северной Осетии и Алания. Признать бездействие руководства Республики Ингушетия и депутатов Народного собрания Республики Ингушетия в части исполнения статьи 11 Конституции Республики Ингушетия, провозглашающей возвращение политическими средствами незаконно отторгнутой в Ингушетии территории и сохранение территориальной целостности Республики Ингушетия важнейшие задачи государства. Десятое. Призвать жителей Республики Ингушетия более настойчиво требовать от руководства Республики Ингушетия и Российской Федерации принятия мер по ликвидации последствий трагических событий осени 1992 года и восстановлению своих конституционных прав, для чего использовать все предусмотренные законом методы и средства. И это проект резолюции. Он выносится на голосование собравшей общественности. По
за. Имеется ли у кого-то дополнение или изменение? Если есть, мы обсуждаем очень долго, поэтому вы представьте их нам письменно в виде до вечера, и мы рассмотрим для включения в резолюцию. Ставится на голосование проект резолюции для принятия в целом данного проекта. Кто за? Прошу поднять руки. Кто против? Против нет. Воздержавшиеся есть? Нет. Проект резолюции единогласным решением конференции принят. Как с дополнением? Каким образом это Дополнение в письменном виде надо представить будет сегодня в течение дня, либо в адрес, значит, организаторов, либо любым путем можно прислать нам. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. الله أكبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله. اللهم ربنا وتب علينا واعطنا يا رب واعطنا يا صلى الله تعالى وسلم على رسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فاتحة